Здравствуйте, это информационный выпуск сегодня. В студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Президент Алан Гаглоев отправил подарки и поздравления с наступающим Новым годом постояльцам Республиканского медицинского центра. Детские мечты должны сбываться. В кабинете председателя правительства Константина Джуссоева участникам проекта «Моя новогодняя мечта» вручили заветные подарки. Яркие эмоции, праздничная атмосфера и теплые поздравления. В Югостинском государственном университете прошел традиционный новогодний огонек. Сегодня утром в результате попытки атаки БПЛА в торговом центре Алания Молл во Владикавказе прогремел взрыв, в результате чего сгорела часть здания. Взрыв и пожар произошли в половине 9 утра, в результате чего погибла 57-летняя женщина. Она работала уборщицей в торговом центре и пришла пораньше перед открытием. От взрыва пострадали еще 9 человек. Площадь пожара в торговом центре составила 800 квадратных метров. Его удалось ликвидировать спустя 2 часа. Взрыв и пожар, по данным Министерства обороны, был вызван падением обломков сбитого БПЛА, сообщил глава СО «Алания» Сергей Миняйло в своем телеграм-канале. По данным Министерства обороны, атаки БПЛА были предприняты по ряду регионов СКФО. В связи с происшествием во Владикавказе состоялся телефонный разговор президента Алана Гаглоева с главой Северной Осетии Сергеем Миняйло. Алан Гаглоев отметил, что в Южной Осетии с болью в сердце восприняли весть о трагедии в торговом центре Алания Молл во Владикавказе, которая повлекла за собой гибель человека. От имени всего народа Южной Осетии и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибшей. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сказал он. Сергей Миняйло поблагодарил Алана Гаглоева за слова поддержки. И к другим новостям. Патриотическое воспитание молодежи и обсуждение актуальных проблем современного общества. Это главные темы встречи представителей общественных молодежных организаций Северной Осетии с учащимися Цхинвальской 6-й школы. Инициатором мероприятия выступает Комитет по молодежной политике и спорту. Как прошел диалог и какие вопросы волновали школьников, расскажет Агунда Гобозова. Представители общественных молодежных организаций Северной Осетии встретились с учащимися 6-й школы города Цхинвал. Целью встречи стало общение со школьниками на разные темы. Говорили о патриотизме, о проблемах современной молодежи и путях их решений. Инициатива принадлежит Комитету по молодежной политике и спорту. Заместитель председателя комитета Андрей Оттаев отметил, что необходимо проводить патриотическую работу и постараться защитить молодежь от пагубных влияний. Abunam شدست جاج قوی نفس مرتا استرن خاصای ایرون فسیود نوک فلتر ما سفند من اسقد ایرستون فسیودم فقط جکنوی در بازونگم خورجینا دلا جورم باش دستم و جاگ خسازم شکلو ما نقد ایز دارت در شمای نه گاز فسته این نشکلاتم در باشم فسیودی ما فیم بلم آن خسته کنم نقد فقط جکنم فسیودو نسوم بول. В рамках встречи были затронуты важные и актуальные проблемы современного общества. Нужно отметить, что разговор проходил в формате диалога. Выступающие охотно слушали мнение молодого поколения. Представитель общественной молодежной организации НОК Фалтар Асламбек Касаев отметил важность проведения таких мероприятий и выразил слова благодарности организаторам. Ирштор хушар варш насакот камарсадиш отат Андреен фалтарцинат намиш кот фашива дом политикой драфта традицион культурой дар ой қама хушар ирштор фашива диш донима иума баттам уман макат нахи ию адам хонам ию адам штамат қама карази дар жонам айтах савар дар мазал фалгатна амум мақар канаман ию адам штам жага фалақот тагитер қамавам ию. Асламбек Касаев, в свою очередь, раскрыл тему национальных традиций и культуру поведения за торжественными и поминальными столами. Школьники с интересом слушали. ومن أفتن جهن ما علیرون آدی ماگن داری خدا قام یو واجرگا وی راشت نو فلا صبر داری وقت قام وی یو اما
خشار إيرشتون فشيفدن رازورزنن أما شجردم فسوا ويرايشتشت كي جغنا يقو آدي ماك سالما إيشكا ميدان سكتيش ودما رجقدركن. Подобные встречи с молодым поколением будут проводиться систематически. Главная цель – создание патриотической молодежной организации. Агунда Губозова, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня. В Новый год важно не только дарить подарки, но и уделять внимание тем, кто особенно нуждается в поддержке и заботе. Постояльцы Республиканского медико-социального центра получили праздничные поздравления и подарки от главы государства Алана Гаглоева. Подробности далее. В преддверии Нового года постояльцы Республиканского медико-социального центра получили подарки от главы государства Алана Тибилова. Заместитель руководителя администрации президента Алан Тибилов от лица президента передал слова поздравлений с наступающим Новым годом и пожелал им встретить Новый год в добром здравии. و شرط خورس مجا بخش شوا نظر دون هایی زخه معنی خشاو ربطت حالا خطر اون چون توشتر بوز نبود. На сегодняшний день в Республиканском медико-социальном центре проживает 26 постояльцев. Директор центра Чермен Теблоев выразил слова благодарности гостям за оказанное внимание и поддержку со стороны руководства республики. اما سنز بوزدك زغن كاين امر باشه دست كاين آبرا كرنج ارمستير نفلن دربون در آبرا كرنج ما سبوزدك زغن سماخنو مي. Алан Тибилов пообщался с постояльцами, работниками и руководством социального центра. Эльвира Дебилова, Александр Кукоев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Новогодние чудеса становятся реальностью, когда взрослые с душой исполняют мечты детей, помогая старому доброму Деду Морозу. Благотворительный проект «Моя новогодняя мечта» вновь подарил радость маленьким жителям республики. Как прошла встреча с ребятами и какие желания исполнились в этом году, смотрите в сюжете Елены Газаевой. Председатель правительства Константин Джусоев исполнил мечты детей, участников благотворительного проекта «Моя новогодняя мечта». Константин Джусоев пригласил детей в свой рабочий кабинет, и в теплой обстановке он пообщался с ними, поздравил их с наступающим Новым годом. Ребята также подготовились ко встрече, зачитали свои новогодние стихотворения. На снегу вчера видел Дедушки Мороза след, а сегодня вот он рядом открывай скорее мешок. Знаешь, как учила только этот маленький стишок. Далее для детей наступил долгожданный момент. Им вручили подарки, которые они загадали в своих письмах. С Новым годом, с наступающим тебя. Спасибо. Haydi bana xodabrindir, setnoy xeomi. Haydi bana odara. Amina. Haydi bana den спортивный костюм. Во-первых, значит, bana den hayu спортивный костюм. Haydi куртка спортивный костюм. Haydi den кроссовка для спортивный костюм. Полный комплект Дед Мороз. Также новогодние желания детей исполнили госсоветник президента Батрас Бегизов и секретарь Совета безопасности Анатолий Плиев. Ребята получили подарки, о которых мечтали, а их лица светились радостью и счастьем. Дорогие ребята, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам крепкого здоровья, счастья. Ведите себя хорошо, слушайте своих преподавателей, своих учителей, чтобы выросли настоящими осетинскими детьми. Любите свою родину. Мы выполнили ваши пожелания, и сегодня мы вам вручим подарки Алине, Азамат, тебе и еще девочке, которой нет сегодня рядом с нами. Но мы попросили, чтобы ей передали этот подарок. Передайте им обязательно. Это твой подарок, ты заказывал. Держи. Я мечтала о хороших спортивных. Большое вам спасибо. Я буду добру голема с хашей. Спорчей.
Kendin husu. Штырбузнагун насыбаллаттаннан сафанта кайсы хаст коптот ыма штырройгундай кайбостодысты. Штырбузнагун нучтар. Важно не только исполнять желания, но и дарить детям веру в чудеса. И именно взрослые должны делать все возможное, чтобы создать для детей атмосферу волшебства, отметила зампредседатель парламента Зита Бисаева. Она также поздравила детей с наступающим Новым годом и вручила им подарки. Это твое желание, Дед Мороз его с удовольствием исполнил. Знаешь, я так тоже рада, что тебе такой велик достался. Ну как, ты доволен? Акция «Моя новогодняя мечта» не только приносит радость детям, но и способствует сплочению общества, напоминая всем о важности заботы о детях. Лена Газаева, Азамат Кудзиев, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. Встречать Новый год в атмосфере единства и дружбы – традиция, которую уже 5-й год подряд поддерживает телепроект «Торжество единства». В этом году на канале ИР зрителей ждет уникальный телемост-концерт, объединяющий Юг и Север Осетии. О том, что приготовили организаторы и какие сюрпризы ждут зрителей, расскажем в следующем сюжете. 1 января в эфире ГТРК ИР в 5-й раз будет показан новогодний проект «Торжество единства». Мероприятие ежегодно проходит в формате телемост-концерта, направлено на интеграцию Юга и Севера Осетии. Гости проекта – профессиональные артисты, начинающие исполнители и спортсмены, объединенные любовью к творчеству. Несмотря на то, что время, в котором мы сейчас живем, оно, конечно, неоднозначное, непростое. Где-то идет война, где-то погибают, конечно, наши парни, но жизнь продолжается. Мы хотим каждый раз под Новый год как-то нашего зрителя воодушевить, придать какой-то жизненности, веселья и оптимизма новогоднему эфиру. Поэтому был задуман в самый такой очень тяжелый период пандемии телемост «Торжество единства». Как мы знаем, это ежегодный проект новогодний. В этом году он уже 5-й раз стартует, и он направлен на объединение нашей передовой части населения, артистов, музыкантов, представителей творческой интеллигенции, спортсменов, общественных деятелей. Они все собираются в таких прекрасных новогодних павильонах, как на севере, так и на юге, и поздравляют друг друга, делятся своими, конечно же, событиями за уходящий год и создают атмосферное настроение. Съемки новогодней передачи проходили в Южной и Северной Осетии. По словам Марины Санакоевой, съемки прошли в теплой, уютной и дружеской атмосфере. Она выразила уверенность, что и зрители через экран телевизора смогут прочувствовать новогодний антураж. Мы приглашаем туда разных артистов. В этом году он порадовал тем, что неимоверное количество артистов, особенно дуэтов. И мы представили даже новые лица на нашей эстраде. Были спортсмены с южной стороны. Спорт, конечно, у нас очень стремительно развивается. Мы хотели представить нашу передовую молодежь тоже в эфире. И получилось очень так, я бы сказала, даже на высоком таком мажорном праздничном уровне. Конечно, все это будет смотреться 1 января, и последнее слово за телезрителем. Но я каждый раз, как автор проекта, режиссер в одном лице, поскольку это делается командно, беру на себя очень, можно сказать, неимоверную задачу, но благодаря моей съемочной группе в лице прекрасному режиссеру монтажа Нелли Шабердовой мы справляемся с этой задачей. В эфире также прозвучат поздравления остин, проживающих в разных странах мира. Марина Санакоева поблагодарила спонсоров за внимание к проекту, направленному на интеграцию Юга и Севера Осетии. И мне бы хотелось поблагодарить, пользуясь случаем, наших постоянных спонсоров. Это партию «Нехас» в лице Зиты Григорьевны Бисаевой, а также Валиева Альберта, который предоставил в этом году прекрасное помещение, и Ватаева Зелима. Это человек, который тоже каждый год нам предоставляет в Северной Осетии помещение, ресторан с прекрасной акустикой, с возможностью провести такое большое новогоднее действо, скажем так. По словам автора проекта, телемост с каждым годом совершенствуется, и новогодняя передача обязательно придется по душе каждому зрителю. Стелла Бязарова, Заур Устаева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В Юго-Осетинском государственном университете прошел новогодний огонек.
на котором студенты поздравляли друг друга и дарили творческие номера собравшейся публике. Студенты и преподаватели встретили праздник вместе с президентом Аланом Гаглоевым. Как прошел этот незабываемый вечер, расскажет Яна Плиева. В Юго-Осетинском государственном университете прошел традиционный новогодний карнавал. Праздник студентов посетил президент Алан Гаглоев. В подобном формате студенческий новогодний праздник проходит уже несколько лет. Насыщенная концертная программа, праздничная атмосфера, а в этом году свой творческий потенциал проявили и еще больше студентов. Глава республики поздравил студентов университета и педагогический коллектив с наступающим Новым годом, отметив, что всегда с радостью посещает вуз и общается со студентами и преподавателями в стенах родного университета. Ocham rasuk žino dva bunka I vem bojdaj sorozem. Jubinun te sevellet to kerbotan du vem bojdoj te ma karajilla puječen gejkaj šinkanut, karajiankajem žaht kanut avinkaj. Olči da razrozuju džinis. Na univerzitet tohozan univerzitet kajnaj, a mana student tohozan to student. Юго-Осетинский государственный университет отличается особой сплоченностью, поэтому и результаты нас радуют, отметил президент. В преддверии Нового года Алан Гаглоев пожелал всем исполнения желаний. Ergomai dar csisozohta, miachimidek dar okuda kuttot sudaritter. Feszkenek kuttot, uvjezahga kuttot, hevdun, nevagozovak ухтакут бахтуохамор фароканат хушов. Глава республики напомнила о том, что, несмотря на праздник, бойцы, которые находятся в зоне специальной военной операции, ежедневно выполняют свой долг. Далее минутой молчания присутствующие почтили память тех, кто погиб, выполняя свой воинский долг. Falzsazsinadunam, karajilsinkanam, orfakanam, faleatunja bagzunam, abun iristonu lapkutai, birata khashta badarasta. Amasın mohabun kaptalzsazsinadu attarsanum kunnar kodekanam. Wadma magaska rostar navidinis, ama stejna himadar na kottog rosna kashti. Президент отметил, что каждый педагог – это не просто наставник, но и проводник в мир знаний, способствующий формированию целеустремленных, мыслящих и гуманных личностей, которые могут изменить мир к лучшему. Mandar modnokúrsnik tím, odnokúrsnica tím, ochor kuttuj. Tagagan šuchaj šuchtar kanenč, asta sachil kanenč vettar. Falasabinot mag zungva sivet šever, ad zunglektor takadun sen sachottog dortar kanenč, ama getzildar na dizardik kanam nođe rasuchtar, ama nođe bar zungtaran vazodma kajsiščestovi. Ректор университета Вадим Тедеев поблагодарил руководство за столь пристальное внимание и постоянную помощь, оказываемую университету. Когда был вопрос о том, чтобы сократить 69 преподавателей, это была проблема, которая досталась в наследство Алану Эдуардовичу. И первое, что сделал президент, это дал установки соответствующим структурам, переговорил и с кем надо. И в итоге эти штаты были сохранены. Потому что сокращение даже одного преподавателя, это значит, мы должны сократить специальности. Сократить специальность, мы сокращаем студентов, а так как наши студенты лучшие, Алан Эдуардович все сделал правильно.
Праздник студенчества продолжился концертной программой и завершился зажигательной дискотекой. Яна Плиева, Сармат Гузитаев, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра. В республике завтра переменная облачность. В Знаурском районе днем +5, ночью +1. В Дзауском районе днем +6, ночью +0 градусов. В городе Квайса днем +5 градусов, ночью -1. В Ленингорском районе днем +7, ночью +1. В Цхинвале днем +6, ночью +1. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.